было собрание Коми Войтера. Знаете такого Николая Удоратина? Знаете? Он меня назвал фашистом. Это потому что я с Алексеем Олеговичем, у него как-то интервью брал, поэтому Алексей Олегович Зихайль. Вот. Ну, что еще могу сказать? Это просто... Вот. Да. Ну что по коми языку? Я действительно высказывался против, против заставления моих детей изучать коми язык в школе. Именно не против коми языка, а за право выбора. Почему? Почему я такое мнение сложил? У меня родственники чистокровные коми, у меня теща чистокровная коми. И когда мой сын во 2 классе с учебником коми языка приходит к ней делать домашнее задание, и у меня теща, носитель коми языка и носитель коми культуры, не понимает, что там написано. Почему? Литературный коми язык, он же государственный коми язык, это искусственно созданный. Идея его создать правильная, потому что диалекты разные. И нужно было объединить, чтобы какую-то литературу писать. Это правильно было сделано. Но если мой сын выучит этот коми язык, поедет в деревню к теще, его понимать там не будут. Вот этот вот вопрос у меня возник. Это первое. И второе. Были на Коми Войтере были предложения законодательно заставлять. Удоратин говорил, что нужно законодательно всем, кто живет в республике Коми, при переписи населения говорить, что они коми. Потому что живут в республике Коми. Ну, как русские на Украине, они сейчас украинцы. Вот мы в Коми, мы должны быть в Коми. То есть такие... Обосновал, как она это? Ну, я сейчас не буду его пересказывать, там видео есть его выступление, там много всего. Мое какое предложение, я повторюсь, не против коми языка, а я за... Плохо, да, что Карманова нет. Я за популяризацию культуры коми. За то, что не то, что нам хозяинова там показывала веселые картинки, как она популяризирует, видели, да, как она популяризирует коми-культуру. А знаете как? Это нарисованный олень на здании дома. Культура коми. Это урны и 2 остановки в городе. Вот это мы... еще комнаты в библиотеке вот с таким телевизором, где 800 книг на коми языке. Я что-то не видел ни одного читателя. Я им со сцены говорю, да лучше 1 книга на коми языке, но 800 читателей ее. Вы что за показуху устраиваете? И тут же нам с района, вот то, что вы сказали, тут же с района женщина показывает районный дом культуры, где именно культура коми. Ободранные стены, разрушающийся потолок, то есть финансирование туда не идет. А если коми-культуру показать, тогда уже не они ко мне с учебником придут, а я приведу своего ребенка и скажу, научите, у вас прекрасная коми-культура. Как это делается в Казани. Когда там, в Казани, когда они проводят сабантуй, приглашают всех, потом русские люди употребляют в своей разговорной речи татарские слова, алга, айда, ну там много всего. Башкирии тоже сам. Здесь вот это. И коми-народ, он должен стать душой именно региона, который будет объединять все остальные национальности. Но это нельзя заставлять, это нельзя вводить какие-то законы заставляющие. Да, это можно какие-то плюшки придумать. Почему мой ребенок сейчас, чтобы поступить в вуз после школы, с 1 класса собирает портфолио? Все вот эти грамоты прикладывает. Почему ему не дать какой-то там балл для поступления в вуз, за признание коми-языка? Почему ему там на работе там доплату с коми-бюджета не сделать? Вот как это надо. Это мотивировать надо людей, а не заставлять. И люди потянутся. В общем, принцип такой, что нас грабят, а мы танцуем. Да, и наше движение, именно коми за новый социализм, мы продвигаем именно интернациональные такие идеи, но и не забывая национальности отдельные. И в дальнейшем мы, кстати, будем выступать, вот как у нас очень много всяких собраний, там есть азербайджанские, коми и так далее. Но вы когда-нибудь русское собрание слышали? А нету русских. Ну, я, наверное, думаю, вы знаете, если такое образуется, это уже сразу фашисты и так далее. Вот что должно быть еще и русское обязательно. Да, Коми-Роч. Диаспора Коми-Роч. Спасибо большое, Руслан, очень хорошая информация.